Мир знает множество изобретателей, идеи которых в буквальном смысле слова изменили мир. При слове «изобретатель» большинство из нас представляет эдакого чудаковатого ученого пожилого возраста в лабораторном халате. Однако это далеко не так. И сейчас, и ранее изобретения делали и делают не только маститые ученые, но и безусые юнцы. Введение в электронику. Именно с таких слов начинается жизнь каждого изобретателя. В Республиканской детской инженерно-технической академии Алтын-Туюн обучаются дети самых малых лет. По словам самих юных новаторов, тяга к инновациям должна быть в крови. Первое время детям тяжело освоиться к темпу академии, потому что в школах 90% системы составляет теория, а у нас наоборот. Тут дети не только наглядно видят процесс разработки, но и сами становятся частью изобретения. Изобретатель – это творческий человек или рационализатор, который создает новые изобретения, главным образом технические устройства или методы. Беккулуев Бектурган вот уже на протяжении целого года регулярно посещает занятия по радиотехнике в академии. Как говорит Бектурган, желание самому делать технику подтолкнуло его на усиленные работы, как над собой, так и над его новым созданным аппаратом, который он нам продемонстрировал. Мы его в проекте назвали BS06, и мы использовали Arduino Uno. Это главное это мозг нашего робота. Он будет использован для обнаружения туннелев. Если там есть пропасть, он обратно вернется. И люди могут узнать, что там есть пропасть, и еще будет там продолжаться. По словам Бектургана, он с первого взгляда буквально влюбился в технику и уже сейчас мечтает стать в будущем профессиональным инженером. Другое дело Сыймык. Он занимается совсем по другой части. Уже сейчас Сыймык утверждает, что обычные детские игры не для него. Ему интересно творить, в частности роботов, что он уже начал делать. Как утверждают многие современные ученые, будущее связано с роботами. С таким мнением этот маленький робототехник полностью согласен. Он рассказал нам про свое изобретение, которое не может не удивить даже взрослого человека. Этот робот может он ускоряться, быстро ехать. Чтобы он быстрее ехал, я добавил ему 4 шестеренка. А чтобы они стояли и ехали, я добавил им шины. Как считает Сыймык, время свое надо тратить на интересные вещи, которые могут быть познавательными. В будущем он ставит мечтать создать робота, который будет полезен в домашнем хозяйстве. Преподаватель по робототехнике считает, что для создания роботов главное желание. Для обучения этому сложному процессу детям созданы самые необходимые условия. Собирают по инструкциям роботов, сначала набивают руку, моторика мелкая развивается, какие-то элементарно мелкие детали, некоторые даже дети вставить не могут, так уже мелкая моторика хорошо очень развивается. Фантазия, мышление инженерное развивается. Детское творчество, несомненно, является одной из составляющих, обеспечивающих технический процесс современного общества, так как среди всех этих юных изобретателей есть как будущие ученые, так и инженеры, которые вполне способны поднять Кыргызстан на новый уровень технологического развития. Мерим Кубанычбеккызы, Арстанбек Дукуев, Новости Ошперим.